Стой, 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 стоп, стоп, смотрите. Стоп, 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 стоп. В России ты не на каждой заправке такой магазин встретишь. И позади нас пристроилась машина. Вот вы можете видеть позади ее фонари. И мы едем быстро, она едет быстро. Мы едем медленно, она едет медленно. И этот клей они нюхают, не переставая. Короче, между границ находится такая зона. Всем привет, меня зовут Королев Роман. И если вы пропустили, то в прошлой серии мы слетали в Джибути, получили там визу Сомалиленда, вернулись в Эфиопию и сейчас пытаемся в очередной раз из Эфиопии въехать на машине в Сомалиленд. Полное мусора, и не только простого мусора, но и человеческого. Как не горько это говорить, здесь вот дети, которые ходят с бутылками, они очень потерянно выглядят, в бутылках на дне налит клей. И этот клей они нюхают, не переставая. Вот как этот парень. Привет. Мы решили подарить им гуманитарку эту, и свою. Стой, 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 стоп, стоп, смотрите. Стоп, 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 стоп. И смотрите, вот бутылка полная клея. Стоять, стоять. Вот так вот они нюхают. Короче, еще у меня есть кикимора, которую, я не знаю, зачем она им нужна. Это просто игрушка. Вряд ли они когда-то видели игрушки вообще. Вряд ли им когда-то кто-то дарил игрушки, поэтому я решил подарить им кикимору. Я не знаю, что можно пожелать этим ребятам, но это все очень прискорбно, сори, все. В буферной зоне между Эфиопией и Сомалилендом продается огромное количество товаров, в том числе гуманитарная помощь, которая не должна продаваться. Об этом даже написано на самих упаковках с едой. На ней написано, что не для продажи, раздается бесплатно. Но, к сожалению, мы никак не могли на это повлиять. Мы снимали об этом отдельное видео, можете посмотреть, если вам это интересно. А сейчас мы решили купить немножко гуманитарной помощи, чтобы раздать ее детям. И снимали все это на камеру, но, как обычно, очень быстро пришли полицейские и прогнали нас в очень грубой форме. Увидев, как дети реагируют на гуманитарную помощь, мы решили еще дойти и купить еще. Ром, уходим! Так, короче, подбежала полиция сомалилендская и прогнала нас. Короче, Рому обступили, просто обступили дети. В общем, фишка в том, что они... Стоп, 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 стоп. Так, нет. Уйди, 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 это жесть просто. Это, к сожалению, одно из немногих, что мы можем сделать, потому что реально эта проблема очень серьезная. Общественные организации помогают, но это не доходит до людей, потому что они не могут себе это купить, а бесплатно никто не раздает. Это большая проблема, реально большая проблема. Очень жалко детей. Значит, это миграционный офицер Somaliland. Now we are entering to Somaliland, yes? Yes. Okay. Congratulations, us. Наконец-то мы это сделали. Thank you very much. Один из супер редких случаев, когда не то чтобы разрешается снимать на таможне, но когда еще человек, который работает здесь, сам предлагает снять его на видео. Это прям вообще по пальцам одной руки могу пересчитать такие случаи. После того, как мы прошли границу, мы немножко расслабились и решили поменять эфиопские быры, это деньги такие, на сомалилендские шиллинги. Сомалийские деньги это примерно как зимбабвийские доллары. У них дикая инфляция, но у них не выпускают, как в Зимбабве, новых денег с больших номиналов. У них есть старые деньги маленьких номиналов. И чтобы поменять деньги, ты можешь прийти там с целым пакетом бумаги, с целым пакетом банкнот или с целой тележкой. Вот сейчас мы пробуем поменять $3. Вот эта пачка денег, это $3. Сейчас мы посмотрим, что на эти деньги вообще можно купить в принципе. Самый большой номинал, какой у них есть, 1000 сомалийских шиллингов. Это $3, эта пачка. И вот третья попытка пересечь границу Сомалиленда, и она успешная. Наконец-то мы официально въехали в Сомалиленд. Странное ощущение, не то чтобы я очень сильно радовался, что въезжаю в Сомалиленд. Большим трудом
но мы сюда попали. Мы сделали это. Друзья, въехали в Сомали, едем по полной темноте, потому что здесь очень быстро темнеет, как и везде в Африке. И позади нас пристроилась машина, вот вы можете видеть, позади ее фонари. И мы едем быстро, она едет быстро, мы едем медленно, она едет медленно, обгонять не хочет нас никак. Не знаем, что это за сопровождение, может быть, нас охраняют как раз, но вот такие дела. До города еще километров 40. Но впечатления пока двоякие. Я ожидал увидеть какую-нибудь разбитую грунтовку, развалины повсюду, людей нищих, но дорога вполне себе ничего. Практически такая же, по которой мы въезжали сюда. По сторонам, когда въезжаешь в поселки, вообще ахаешь, потому что видно витрины магазинов, которые ломятся от товаров. Это значит, что, во-первых, здесь много товаров, во-вторых, здесь много света, потому что мы в темноте видим эти витрины. И это все выглядит пока гораздо лучше, чем соседние с Сомали, с Сомалилендом районы Эфиопии, где ну, совсем бедно, совсем сраненько, я бы сказал. Как вы знаете, я занимаюсь тем, что вожу туристические группы по миру. И одно из моих любимых направлений, я там был много раз, это западное побережье США. В один из дней по программе я максимально растягиваю программу, экскурсионную часть, чтобы въехать в Лас-Вегас максимально поздно, чтобы въехать в Лас-Вегас после захода солнца. Потому что Лас-Вегас ночью производит в 1000 раз более сильное впечатление, чем Лас-Вегас днем. То же самое произошло с нами, но неосознанно. Это произошло с нами, когда мы въезжали в столицу Сомалиленда, город Харгейсу. Огромное количество вывесок, всевозможных огней, реклама, витрины, товары, ломятся магазины, люди ночью гуляют, пробки из машин, пробки из людей. Все это произвело неизгладимое впечатление на нас, когда мы въезжали. После нескольких месяцев в Африке для нас это было как реально мы попали в Лас-Вегас. Но, правда, утром все стало на свои места. Вчера ночью, въезжая в Харгейсу, после нескольких месяцев, проведенных в Африке, такое впечатление, что ты въезжаешь в Лас-Вегас. Все в огнях, все везде горит, ярким светом, много вывесок, рекламы и так далее. Утром, конечно же, картина немного меняется, и Харгейса предстоит в совсем другом виде. Но, тем не менее, достаточно спокойный город на первое впечатление. Сейчас поедем посмотрим, что вообще тут есть и как живут люди. Вообще в Харгейсе не так много достопримечательностей, но одна из них вот этот вот миг, который здесь называется War Monument, то есть монумент войны, в которой, видимо, соответственно, принимали участие эти миги. Второй по значимости достопримечательностью Харгейса является монумент независимости, который находится сразу за шиномонтажом. Вот он. Это рука сомалийца, держащего карту Сомали. То есть означающее, что все в руках сомалийцев, сомалиленцев. Ассортимент местных магазинов достаточно богат.
есть все, что хочешь. И парфюмерия, и еда различная, и кока-кола. How much is it? How much? 4,000. А? 4,000. 4,000. Это 40 центов. Вот самая, наверное, дешевая кола, которую я когда-либо покупал. Бутылочка за 40 центов. Обычно у них стандартная цена везде по $1, ну около там плюс-минус. К нашему удивлению, здесь все хорошо с бензином. Бензин стоит 70 центов за литр. Обычный бензин. Вот такая заправка и супермаркет вместе. И достаточно, знаете, достаточно цивильный, большой выбор на заправке всего. То есть вот мы купили каких-то там напитков, еды в дорогу, пиво ребята взяли. И все вообще, в принципе, вот такой магазинчик. В России ты не на каждой заправке такой магазин встретишь. Пробыв в Сомалиленде не так много, всего лишь 1,5 дня и 1 ночь, мы поехали дальше, навстречу приключениям. Хочется сделать остановку, немножко размяться, а то что-то уже засиделись. Остановились в какой-то деревне, посмотрим, что тут есть. Иногда в дорогах надо делать перерыв, немножко отключиться от вождения и дороги. С ним пьем чай и едим пончики. Вкусные пончики-то хоть? Очень, очень вкусный пончик. Я специально стою, чтобы больше влезло. Чай очень сладкий, но вкусный. Трава. Пока видео не закончилось, я хочу попросить всех, кто смотрел до этого момента, подписаться на канал, поставить лайк. И самое главное, напишите в комментариях, про что вам больше нравится смотреть видео. Вам нравится смотреть видео про такие страны, как сейчас, не совсем популярные среди туристов, либо вам хочется смотреть более популярные направления: Европа, Америка, Австралия. Напишите в комментариях, вы очень мне поможете. Спасибо. Hi, money. Money? Money. For what? Yes. А? For what? В общем, они выучили слово money, но никаких других слов не знают. И все, что они знают, это говорят give me money, money. Yes. Я им говорю, за что? Yes. Он не знает, и знает слово да. Небольшие остановки в дороге, делаем посмотреть достопримечательности, перекусить, погулять. Не просто же нам все ехать. Наша главная цель сегодня попасть в Судан.